Добрий вечір. В етері телеканалу АТР Прайм. Час найцікавіших розмов з найцікавішими співрозмовниками, з людьми, які дуже розуміються на тому, про що ми говоримо. Говоримо ми зараз переважно, майже весь час про цю повномасштабну фазу війни після 24 лютого, нападу Російського рейха на Україну. І сьогодні мій співрозмовник якраз той, з ким я востаннє говорив до 24 лютого. І це мені так само цікаво, що зараз думає ця людина. Я не буду вас довго займати вас час представленням. Я думаю, що наша аудиторія дуже добре його знає. Це Юрій Федоров, військовий та політичний оглядач, який зараз перебуває в місті Прага, Чеська Республіка. Салям алейкум. Добрий день. Алейкум салям. Дякую, що знайшли час. Я перейду, напевно, на трофейну мову, як я її називаю. І, правда, це дійсно для мене трофейна мова. Я просто, Юрій, знаєте, я весь час, так сталося. Я всю жизнь по-русски, русский язык знал лучше, чем все мои окружающие россияне. И в школе, и в институте так было, и на работе так было всегда, да. Вот. Не знаю, почему они так относятся к своему языку, но это их дело. Нам это уже все равно. Я хочу, чтобы вы вспомнили, если получится у вас тогдашний разговор наш, хотя бы в общих чертах, и сказали, что из того, о чем вы думали и что вы предполагали буквально за несколько дней до 24 февраля, что из этого сбылось, что вас удивило или ничего не удивило, или все-таки идет, как вы примерно и предполагали. Вот хочу развернутый такой анализ на данный момент по событий, которые уже произошли. 115-й, кажется, 116-й, не помню уже, день войны сегодня. Вы знаете, вот мне так вспоминается, что мы с вами обсуждали довольно долго и довольно детально и очень интересно вопрос о том, каково состояние массового сознания в Российской Федерации, как интеллектуальный слой, интеллектуальный класс, если хотите, образованный класс реагирует на Путина, на российскую внешнюю политику. И, в общем, мы пришли к довольно неутешительным выводам. По крайней мере, так мне вспоминается. А неутешительность заключалась в том, что вот эта вот активная, экспансионистская, великодержавная линия во внешней политике, она пользуется поддержкой значительного большинства российского населения. Она пользуется значительной поддержкой даже тех интеллектуалов, которые профессионально занимаются политическими проблемами, политологов, политтехнологов, людей, пытающихся анализировать внешнюю политику и международные отношения. Вот есть какая-то такая странная, но опасная при этом, с моей точки зрения, тенденция, когда и обычные люди, будем называть так, глубинный народ, если хотите, как его обозвал Владислав Сурков, не помню, у кого уже он украл эту формулу, deep people, deep state. И даже специалисты, они каким-то образом пытаются компенсировать свои собственные комплексы неполноценности, ущемленности, какой-то дискриминированности, так, как они это видят, поддерживая и участвуя в том, что Путин называл укреплением российских позиций на международной арене, превращением России в мощный центр силы. И, в общем, ищут утешение во всякого рода имперских мифах, мифологии. И вот это проявилось, на самом деле, очень сильно во время этой войны. И не случайно ведь, по разным подсчетам, где-то порядка 80%, так, по крайней мере, говорят социологи,
населения страны, ну, респондентов, так будем говорить точно, респондентов, поддерживают агрессию против Украины. И вот я читаю то, что пишут многие мои бывшие коллеги, и там прослеживается та же самая мысль. Да, может быть, это и не совсем правильно, может быть, Путин в чем-то и ошибается, хотя об этом очень редко пишут, ну так, завуалированно. Но тем не менее, да, но вот мы не так все однозначно. Да, есть ответственность руководства Украины. Да, против Донбасса планировалась военная операция, и именно поэтому Россия вынуждена была вмешаться. Да и вообще все чаще просматривается такая мысль, что мы, в общем, несмотря на всю тяжесть войны, несмотря на то, что очевидных успехов нет, но Россия все равно одержит победу. И тогда вот с этих новых позиций усиленная Россия, получившая дополнительную силу после победы над Украиной, вот тогда она покажет Европе, где раки зимуют, тогда уже мы, то есть Россия, будем говорить с Европой на совершенно другой тональности, мы заставим принимать нашу позицию, учитывать наши интересы. Вот все то, о чем мы говорили, наверное, 4 месяца тому назад, вот так я вспоминаю, вот эти тренды, вот эти тенденции, вот это состояние российского массового сознания, такого российского аналитического подхода к внешней политике, к войне и так далее, оно, в общем, подтвердилось. И это очень печально, потому что это подтверждает еще одну, в общем, не слишком оптимистичный вывод, а вывод о том, что не Путин, так сказать, сбил с пути истинного русский народ или российский народ, не знаю, как правильно, не будем вдаваться в эти тонкости, значит, но население Российской Федерации, а именно народ России, население России в значительной мере нашло в Путине олицетворение своих идеалов, своих надежд, своих фобий, если хотите, каких-то своих амбиций. И вот поэтому из этого следует простой вывод. Понимаете, если произойдет в России то, что иногда называют депутинизацией, то есть Путина отправят в отставку или он сам уйдет с политической арены по тем или иным причинам, добровольно или недобровольно, то Путин номер 2, возможно, на какое-то время и снизит, откажется от такой непосредственной военной операции в Украине, но будет накапливать силы для того, чтобы взять реванш и повторить все это еще раз. То есть дело не в каких-то личностях, которые в силу тех или иных обстоятельств оказываются во главе страны, во главе России, а дело в том, что эти личности отражают ожидания российского народа. И дело здесь не в пропаганде, которая внушает российскому народу определенные мысли, определенные оценки, а дело в том, что эта пропаганда успешна именно потому, что она учитывает, апеллирует к каким-то иногда осознанным, иногда плохо осознанным настроениям большинства российского населения. Вот так мне кажется. Юрий, вы знаете, не знаю, читали вы или нет, но вы фактически повторили то, что писал Степан Бандера в своих публицистических статьях в 50-е годы. То есть вот почти то же самое. Он говорил, что не имеет значения ни политический строй, не имеет значения ни имя вождя. Имеет значение то, что широкие российские массы
независимые в разных там монархической форме, в социалистической форме, что корень это вот этот шовинизм, который живет, к сожалению, в миллионах. И вот они на короткое время, может быть, какая-то демократия, да, как там с временным правительством там, или с Ельцином, но потом сам же Ельцин стал шовинистом, начал войну, короче, все одно и то же, и повторяется, то есть это уже, еще раз повторять, это уже совсем неинтересно, как бы, но и сейчас время даже не время об этом говорить, а время говорить о войне. Вот насколько вы абсолютно правильно передали, что вот разочарования у них нет, что они верят в фюрера. Ну, мы знаем, что немцы некоторые верили в фюрера и в апреле 45-го года верили, некоторые там разные были люди. А некоторые говорили ему, что не надо идти там, во все стороны воевать, но он их не слушал. Но тут уже как бы Рубикон перейден. И вот как развивалась именно вы, как все-таки военный аналитик в том числе, да, и в значительной мере, как вы видите военный ход этой войны, извините за такое выражение, чего хотели, что получилось и какие планы на сегодняшний день у россиян, судя по тому, что мы видим? Ну, насчет массы россиян мне сказать трудно, потому что они не очень задумываются, я предполагаю, над тем, что произойдет конкретно в каких-то деталях или в каких-то политических формулах. Они просто надеются на то, что Россия победит, в конце концов, Россия большая, Украина значительно меньше, у России там больше ресурсов, больше есть ядерное оружие, которого у Украины нет, ну и так далее. Это все такие расхожие суждения массы населения. А что касается того, как менялись взгляды и стратегические установки на российского командования и Владимира Путина персонально, о Путине говорить трудно, потому что мы очень плохо знаем, что происходит на совещаниях за закрытыми дверями и за толстыми стенами Кремля. Я не очень верю во всякого рода инсайды, хотя иногда, возможно, они так сказать, их авторы угадывают что-то. Но давайте посмотрим, что происходило. Значит, первое и главное, когда обсуждалась будущая война в Украине, это был январь и февраль месяц, до 24 февраля, то многие западные аналитики совершенно справедливо говорили о том, что если Россия одержит победу, а они считали, правда, что она ее одержит, но тогда Россия столкнется с тяжелой проблемой подавления партизанского движения или движения сопротивления в Украине и столкнется с нехваткой кадров для управления оккупированными территориями. И вот я просто вспоминаю один из докладов этого самого Института исследований войны, который сейчас стал очень популярным, поскольку публикуется ежедневно публикуются его доклады с анализом того, что происходит на поле боя. Так вот, один из таких докладов буквально за неделю, что ли, до начала российского вторжения, там велись подсчеты, сколько нужно полицейских сил России для того, чтобы держать под контролем оккупированные территории, каким образом будут подбираться кадры управленцев в России или в Украине и так далее. И вот мне кажется, что подобного рода рассуждения, они были не совсем обоснованы. Потому что российский план, как мы знаем сейчас, мы это знаем более или менее точно, сводился к тому, чтобы таким кавалерийским наскоком захватить столицу страны, захватить Киев, несколько других крупных городов, прежде всего на Востоке, привести к власти новое правительство. Называют в этой связи просто и Виктора Януковича, который вроде бы даже несколько, может быть, неделю, может быть, дней 10 находился где-то поблизости, то ли в Минске, то ли где-то еще в Беларуси. В общем, он был готов прилететь в Киев и, возглавить новое руководство Украины. А после этого вот это новое руководство само уже будет контролировать государственный аппарат, будет контролировать правоохранительные органы, которые будут поставлены в необходимость
коллаборировать, сотрудничать с российской властью. И вот идея-то в Москве, видимо, была такая, чтобы руками такого квислинговского правительства, значит, привести Украину в подчинение, превратить ее в протекторат или попросту потом поглотить как таковую, уже ликвидировать даже формальное государство. Вот этот план, в общем, был в известной мере репликой того, как действовал Советский Союз в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968. То есть там тоже была военная оккупация, были захвачены основные центры управления, а затем власть была передана подконтрольной Москве группе лидеров, которые сумели так или иначе, опираясь опять-таки на поддержку Москвы, опираясь на какие-то группы, готовые сотрудничать с оккупантами, ну, подкрепляя их там, соответственно, резидентурами госбезопасности, подкрепляя военными гарнизонами, как гарант существования этих режимов промосковских, вот установить такой промосковский режим. И это, в общем, как бы снимало даже вопрос о том, что может возникнуть движение сопротивления, может возникнуть вооруженная партизанская борьба. Не надо будет подбирать кадры управленцев, они сами, так сказать, появятся. Или это будет задача уже, или проблема, головная боль Януковича и тех людей, которые готовы были бы с ним сотрудничать. Вот такой вот план был. И он, видимо, сохранялся в течение примерно 2 недель после начала войны. Но когда стало ясно, что взять Киев не удастся, сменить власть не удастся, когда стало ясно, что президент Владимир Зеленский не собирается бежать куда-нибудь в Европу или в Соединенные Штаты, как ему предлагали. И вообще управление, весь аппарат госуправления и военного командования в Украине сохранится. Вот тут перед Кремлем стала совершенно иная задача. И если говорить о военной составляющей, то вот первые попытки вторжения, в первые дни вторжения, когда российские войска двигались колоннами без бокового охранения, без серьезного прикрытия от воздушных атак и так далее. Вот эти колонны, попадая на лесные дороги, даже не на лесные дороги, просто на вот систему коммуникаций дорожных, транспортных, они становились достаточно легкой добычей и вооруженных сил Украины. И тогда потери российских военнослужащих достигали совершенно сумасшедшей цифры, где-то порядка 1000 человек в день. Значит, вот когда это все было осознанно, тогда в Москве поняли, что нужно воевать уже по учебнику, что нужно всерьез заниматься подготовкой мобилизационного резерва, пересматривать военные принципы тактики и оперативных действий, управления войсками. И тогда где-то примерно через месяц, уже в конце марта, появилась вот эта идея, значит, ограничить, как бы, по крайней мере, на первом этапе, ограничить цели и задачи войны, а именно оккупировать Донбасс. Потом выяснилось, что помимо Донбасса в планах аннексии находятся еще Запорожская и Херсонская области, которые к тому времени, Херсонская область была полностью оккупирована, а Запорожская частично. Вот эти вот более ограниченные цели войны, они вроде бы сохраняются и до сих пор, по крайней мере в официальной риторике. Но совершенно непонятно, смогут российские войска решить поставленные перед ними задачи, Путиным поставленные задачи, или не смогут. Я-то думаю, что у них вряд ли это получится. Хотя ситуация на фронте достаточно сложная, тяжелая, если говорить о Донбассе.
и, значит, вот, в окрестностях Харькова очень тяжелые бои, но об этом мы можем поговорить чуть позже. А так вот, значит, произошла определенная ревизия стратегических целей и задач войны. Они были объявлены более ограниченными, как вот я обозначил, это 2 области в Донбассе и юг страны. И теперь перед, вот если говорить уже о сегодняшней ситуации, то теперь в Москве, значит, видимо, начинает сомневаться в том, а можно ли эти задачи решить военным путем, и не слишком ли велика цена войны. Поэтому в Москве начинают говорить вполне, я думаю, в этом смысле вполне, так сказать, достоверно, что мы хотим теперь заняться политическим решением конфликта. Мы склоняемся к дипломатическому решению. А это вот в Киеве нехорошие люди, они не готовы к дипломатическому решению конфликта, к урегулированию конфликта. Они готовы воевать до последнего, а мы такие вот миролюбивые, мы готовы теперь как-то договариваться. Но вся проблема в том, о чем договариваться. Потому что если мы посмотрим на реальность, то ситуация такая. Значит, вот если действительно приступить к политическому или дипломатическому решению, то первое, что нужно сделать, это прекратить огонь. Ну хорошо, прекратили огонь, но войска остаются на тех самых позициях, в тех самых местах, где они находились на момент прекращения огня. А это значит, что российские войска оккупируют Херсонскую область, ну, больше половины, как я понимаю, Запорожской области, значительную часть Донецкой и почти всю, за исключением Северодонецка и Лисичанска, Луганскую область. Хорошо. Допустим, что вот огонь прекращен. Значит, вот войска окапываются там. Я имею в виду оккупационные войска российские. Они там окапываются, они строят укрепления, они как-то пытаются закрепиться одновременно. Решается целый комплекс политических задач. А именно распространяются российские паспорта на оккупированных территориях. Вводятся там образовательные программы российские. Арестовывают и преследуют проукраинских или просто патриотически настроенных жителей. Я имею в виду патриотических в украинском смысле слова, так сказать, сторонников Украины. Их постепенно, значит, там будут все больше и больше репрессировать. Некоторые вынуждены будут бежать. Значит, вот прекращение огня будет означать укрепление позиций России в политическом смысле на тех территориях, которые она захватила. Дальше. Второй этап – это заключение какой-то договоренности о перемирии. Но перемирие предполагает определение линии разграничения, по которой проходит разграничение территории под контролем той и другой страны. Значит, я так понимаю, что Москва, причем при поддержке некоторых политических кругов Европы, в общем, если, давайте говорить честно, и Соединенных Штатов, там тоже есть такие так настроенные в таком духе деятели, они будут настаивать, ну хорошо, вот, давайте мы объявим, там, скажем, Луганскую и Донецкую области, так сказать, частями России или независимыми государствами. Вот пусть Украина признает эту независимость. А Херсонскую и Запорожскую области мы объявим, ну, скажем так, некими спорными территориями. Допустим, это наилучший вариант. Или пусть Россия согласится с тем, что будут проходить какие-то референдумы на этих территориях. В общем, будут Киеву выкручивать всячески руки, и не только в Москве, но и некоторые люди в Европе. Обещаю, конечно, что будет поддержка экономическая, что будут там то да сё. Но вопрос, а как быть с военной помощью? А здесь тоже может появиться такая точка зрения. А зачем вам военная помощь, если сейчас идут мирные переговоры? Вот, как мне кажется, такая вот эволюция стратегических установок России, она произошла.
Юрий, я хотел бы обратить внимание на такие несколько дробные темы. Ну, например, начнем с флота. Вот Черноморский флот, он никогда не был самым сильным, он всегда был самым слабым. Понятно, море закрытое, и Советский Союз там не держал много всего. Там. Но вот сейчас сколько есть, столько есть там, да. Значит, флагман пошел ко дну, еще один там буксир пошел ко дну, значит, тонут эти платформы, на которых там ПВО стоит и так далее. И вот появилась вчера информация, что, значит, возможно, там весь флот выходит в море, идет в направлении Одессы, там десант выбрасывать и значит, обстреливать Одессу. Действительно, обстрелы были. Но вот насколько в реальности Черноморский флот со всеми его войсками, вот морскими, да, десантурой там со всякой и с кораблями, насколько они способны что-либо сделать реальное против обороны Одессы, например, первое. И второе, учитывая вот эти гарпуны, ракеты американские, другие, британцы еще раз говорили и так далее, нет ли такого риска, что в один прекрасный для Украины, имеется в виду нехороший для русского рейха момент, вдруг будет поражено несколько целей, потом еще несколько, какие-то, возможно, в Севастопольской бухте со временем, а может быть на рейде где-то и так далее. То есть насколько вот Ленд-лиз еще не заработал полностью, но что-то уже точно есть, и мы видим, что что-то есть, и это позволяет нашим военным вести более смелые атаки, вот, и результативные. Что изменилось? И остается ли Черноморский флот России такой силой, способной на что-то в этой войне? Ну, я бы просто напомнил простую вещь. Даже в первые дни, может быть, в первые недели войны, когда Россия, казалось, была в полной силе, попытки выбросить десант в районе Одессы, морской десант, он так и не был предпринят. И это важно. И это объясняется с тем, что морской десант – это одна из самых сложных и тяжелых, и чреватых самыми большими потерями для наступающей стороны операции. Причем операция, в которой у России нет достаточного опыта, да и у Советского Союза, в общем, не было. Это у Соединенных Штатов был опыт крупных, очень колоссальных по масштабам морских десантов, я имею в виду в Нормандии, в 1944 году, в Сицилии, на год раньше, там, во время войны на Тихом океане. У американцев и англичан есть опыт морских десантов, у Советского Союза и России нет. Так что, и кроме того, сил, необходимых для того, чтобы высадить действительно крупное соединение, ну, имеется в виду соединение морской пехоты, у России тоже не было, даже в начале войны. Хотя 860-я, по-моему, бригада морской пехоты, которая базировалась, ну и базируется сейчас в Крыму, она действительно была. Но этого было недостаточно для того, чтобы захватить Одессу без какого-то участия, ну, без очень крупного участия, серьезного участия наземных сил, сухопутных войск, которые по замыслу российских генералов могли или должны были окружить Одессу на суше. Значит, теперь, что касается высадки десанта, сейчас он еще менее вероятен, потому что Одесса хорошо подготовлена к отражению морского десанта, побережье и морские, так сказать, зоны, акватория в районе города заминированные достаточно большие, как я понимаю, площади вот морского пространства. Вот. И что, значит, и с самого начала Черноморский флот, в общем, служил одной единственной задачей. Он представлялся, с его помощью запускались ракеты «Калибр», это ракеты морского базирования, которые, значит, были нацелены и нацеливаются на военные объекты в Украине и на гражданские объекты, на транспортные коммуникации, там склады с горюче-смазочными материалами, да и на жилые кварталы украинских городов. Вот это его задача, потому что
Сейчас, особенно после того, как был потоплен флагман, теперь боевой потенциал Черноморского флота значительно снизился. И в том числе значительно снизился из-за того, что была потеряна вот этот вот противовоздушный зонтик был уничтожен, потому что на этой Москве там базировалось, по-моему, 2 комплекса ПВО С-300, которые должны были в случае неких событий контролировать или закрывать небо над северо-западным регионом Черного моря и прилегающими областями Украины. Это было важно еще и для того, чтобы обеспечить воздушный десант из Крыма в Приднестровье, потому что без такого десанта перебросить значительную силу в Приднестровье было невозможно. А если украинское ПВО и украинская авиация работала бы достаточно эффективно, то она действительно могла так работать, то тогда этот воздушный мост из Крыма в Приднестровье был бы просто разрушен в самом начале. Вот с этим связана, кстати, сейчас и вот вся история вокруг острова Змеиный. Но продолжаем. Значит, теперь у Украины появились вот эти самые ракеты «Гарпун». Это очень хорошие ракеты, радиус действия примерно 300 километров. Это с помощью этих ракет был потоплен даже не буксир, вот этот Василий, кажется, Бех, так он назывался. Это аварийно-спасательный корабль. Он действительно может буксировать те или иные аварийные корабли куда-то там в Севастополь или Новороссийск. Но это не буксир, потому что в нашем представлении вот так буксир сразу это какой-то такой маленький пыхтящий грязноватый кораблик, который, значит, чего-то куда-то тащит. Нет, Василий Бех – это вполне себе серьезный корабль, который вез на остров Змеиный, судя по всему, так похоже, значит, очередной комплекс ПВО, там ТОР, по-моему. Но это такая тактическая противовоздушная система, противовоздушной обороны. Теперь следующий момент. Вот это тоже очень интересно. Смотрите, уничтожены вот 3 вот этих платформы, на которых якобы газ добывался. Может, и газ тоже добывался, но там были и радиолокационные установки и прочее. Это значит, что у Украины появились эффективные средства уничтожения значит, неких объектов на поверхности моря на расстоянии, от Одессы до этих платформ было, по-моему, порядка 100 километров, если я не ошибаюсь. А теперь давайте посмотрим, вот поставим, значит, ножку циркуля в Одессу, где-то в районе Одессы на карте, и проведем 300-километровый круг. И почти вот на этом расстоянии, находится, например, Севастополь. Да, я не знаю, может ли там, тут нужно уже считать детально до километра. Понимаете, вот появляется возможность наносить удары по святая святых российского военно-морского флота, по главной базе Черноморского флота в Севастополе. Допустим, не долетят, но где-то ракеты эти. Но корабли, которые выходят и идут из Севастопольской бухты, идут в сторону Украины, на запад, они уж точно оказываются в зоне поражения. И это, в общем, далеко не самая приятная новость для командования российского военно-морского флота вообще, не только Черноморского, но и для российского генерального штаба в целом. То есть Украина действительно получила, вот с помощью этих ракет «Гарпун», получила реальное средство, оно проверено дважды как минимум, против этого, значит, Василия Беха и этих платформ, которая меняет стратегию, уже даже не тактическую, а стратегию, оперативную, скажем так, оперативную ситуацию вот в северо-западной части Черного моря. И это, в свою очередь, из этого следует еще один момент. Тут уже возникает вопрос о будущем острова Змеиный. А как русские будут подвозить
подвозить туда боеприпасы, вооружение, там, менять личный состав и так далее. Если этот остров находится прямо в зоне поражения вот этими ракетами. Это хорошие новости. Ну, еще, Юрий, к вопросу о караванах с украинским зерном. В принципе, уже строится логистика через Румынию, даже Венгрия там предлагает, которая уже и не против Украины в ЕС почему-то. Наверное, что-то там объяснили на каком-то понятном европейском языке. Вот. В принципе, если Украина в состоянии будет, ну, количеством ракет качественных и так далее, просто поставить на место, если не весь уничтожить, но сильно обескровить Черноморский флот Российской Федерации, да, то, в принципе, дальше уже идет, корабли же не пройдут Босфор, в любом случае другие, так, их не пропустят, то можно будет считать, что для торгового флота гипотетически Украина может собственноручно очистить акваторию этих портов, ну, пути транспортные. Может такое быть, вот, чтобы этот шантаж голодом как-то немножко поставить на место путинский? Ну, по крайней мере, в той зоне Черного моря, которая попадает в зону поражения гарпунов, да, конечно. Если там появятся российские военные корабли, которые будут строить какие-нибудь козни против торговых караванов с зерном, то да, их можно будет, ну, по крайней мере, есть основания надеяться, что они будут уничтожены. Хотел еще, Юрий, спросить про работу наших противоракетных сил и сил противовоздушной обороны. Все-таки, ну, на мой взгляд, конечно, это не исключает ПВО, и ПРО никогда не бывает тотальными, и никакой купол не бывает стопроцентным, да, но тем не менее, есть сведения о британских установках ПВО уже противоракетных, и о польских установках, о разных других, да. Вот, ну, по крайней мере, самолеты, вот недавно сбили этого летчика, вагнеровца, да, вот это такие, ну это в принципе, они далеко не залетают, да, то есть что русские поняли про ПВО, которым сейчас обладает Украина, и как в связи с этим изменится их тактика, аппетиты, там, типа ракет и так далее? Ну, как меняется? Значит, ситуация такая. С помощью стингеров, а стингеры были завезены в Украину в достаточно большом количестве, вот, по-моему, на прошлой неделе Министерство обороны Соединенных Штатов опубликовало список с указанием количества тех вооружений, которые были переданы Украине. Интересный очень список. Там, значит, по-моему, было 1000 с лишним стингеров. Стингеры – это хорошая, ну, это переносная, это легкая очень система, это переносная, ее там, по-моему, 2 человека обслуживают. Значит, она может сбивать воздушные цели на высоте до, по-моему, до 3 километров, то есть достаточно высоко. Это очень мощное средство борьбы с вертолетами, потому что вертолеты летают гораздо ниже. Особенно те вертолеты, которые, значит, наносят какие-то удары ракетные по наземным целям. А что касается штурмовой авиации российской, то она тоже умеет воевать на сравнительно невысоких, небольших высотах. Ну да, конечно, какая-то часть российских истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков, они могут действовать на высотах, где их стингер не достает, но тем не менее, в общем, это серьезная угроза, серьезное средство борьбы с российской авиацией. Я не говорю о других, там есть более легкие средства. Возможно, будут поставлены и более тяжелые вооружения противовоздушной обороны. Вот да, кстати, из Словакии был поставлен комплекс. Один, правда, комплекс, но тем не менее, это хорошее добавление комплекса С-300 в Украину. Этим комплексом вооруженные, ну, солдаты, офицеры, конечно, операторы
вооруженных сил Украины, они хорошо знакомы и могут ими управлять, этими комплексами, без особой подготовки. Значит, теперь что получилось? В результате Россия очень осторожно использует свою авиацию. По авиации есть преимущество, превосходство даже над воздушными силами Украины. Но, тем не менее, Россия использует ее очень осторожно и предпочитает вот то, что происходит все чаще и чаще, значит, запускать ракеты, выстреливать ракеты воздушного базирования на достаточно большой дальности, не заходя вот в зону действия украинской ПВО. И это, в общем, да, это большой плюс для Украины, потому что в самом начале войны, перед войной, достаточно широко рассматривались варианты, когда российская авиация просто доминирует, господствует в небе над Украиной, вообще делает, что хочет. На самом деле ничего подобного не произошло, делать, что хочет, она не может. Вот что касается ракет, с ракетами сложнее, потому что, то есть я бы сказал так, вот эти самые калибры, которых запускает в основном Черноморский флот, да, собственно, в этом и одна из главных его стратегических задач, это запуск там по-моему, около 10 малых ракетных кораблей. Вот, собственно, это и есть такие плавучие пусковые установки этих калибров. Плюс там есть 6 подводных лодок. Они пока еще целые, нетронутые. Вот с них тоже запускают калибры. Вот как только... Причем запускают они их из восточной части Черного моря, из той части, куда не долетают калибры сейчас. Да, не долетают гарпуны, прошу прощения. С ракетами сложнее, потому что калибры можно перехватывать, их перехватывают. Точность у них не очень большая. Но это, кстати, и опасно, потому что они нацелены вроде бы там могут быть на какой-то военный объект, а попадают в жилой квартал. Так часто бывает. Да, Юрий. Слушайте, я по аналогии с тем, как мастерство наших ПВОшников, противоракетчиков плюс западное оружие отваживают русских от того, чтобы наглеть в воздухе, они не наглеют действительно. Вот приходят гаубицы, приходят передвижные системы, французские хорошие, «Цезарь», немецкие, вот последние новости, немецкие самоходки, «Панцер». Дальше я не могу это прочитать. Панцергаубиц 2000. Да, но вы, чувствуете, немецкий учили в школе. Вот. Да. В общем, неважно. Плюс еще какие-то другие системы, там, вплоть до голландских и так далее. Вот может ли на определенном этапе получиться так, что и артиллеристы, учитывая дальность российских, там, вот этих гаубиц и так далее, и возможность их подавления с более дальнего расстояния, что они тоже перестанут так наглеть и так активно, имея десятикратные преимущества там, в боеприпасах и так далее, просто засевать наши позиции и наносить серьезные потери, к сожалению. И у них не особо удается продвигаться сильно, да, но они вот работают там вот просто на уничтожение городов, да, пользуясь безнаказанностью некоторой своей, да, вот с дальней, по крайней мере, артиллерии. Может и как скоро этот паритет выровняется? Паритет может выровняться тогда, когда Украина получит столько этих западных гаубиц и ракетных систем залпового огня, примерно столько, сколько есть у России. Если говорить о цифрах, тут ситуация такая. Вот Михаил Подоляк, он назвал, сколько нужно артиллерийских установок и ракетных систем залпового огня Украине для того, чтобы разгромить российскую армию. Я подчеркиваю вот это вот последний момент, он важен, потому что количество того или иного оружия зависит от того, какие цели перед этим оружием ставятся. Так вот, для разгрома российских войск в Украине требуется 300 установок залпового огня, вот типа этих «Хаймарсов» и МЛРС, о которых так говорят много, и действительно очень много, эти названия уже на слуху, и тысяча гаубиц 155-миллиметрового калибра. Много это или мало? Нет, это не так много на самом деле, потому что это даже меньше, чем
то количество этих вооружений, которое было у Украины на начало войны. Но и тут и российские оценки вот этого количества вооружений, имевшегося у Украины, и западные, они примерно совпадают. Там не полностью, но совпадают. Значит, вот 1300. Сегодня, к сожалению, речь идет о том, что было поставлено, по-моему, ну, где-то, наверное, в общей сложности порядка 150 гаубиц, и американских М777, и 7 французских, плюс к ним еще обещано 6, и какое-то некоторое количество орудий, артиллерийских орудий из Чехии, из Польши, по-моему, из Словакии тоже несколько единиц было передано, из Италии, кстати. Но, в общем, так в общей сложности я бы сказал, что по артиллерии потребности Украины закрыты примерно на, ну, будем говорить так, 15%, может быть, на 20%. Ну, то есть, вот если Что будет... касается ракетных систем залпового огня, тут ситуация еще хуже. Ну, пока это единицы. Хотя на определенных участках фронта, да, если их сконцентрировать на определенном участке, ну, где-то, ну, допустим, где-то в районе Славянска, да, но там они могут сыграть достаточно серьезную роль, значит, отогнать российские войска куда-то подальше. Но в целом перелома в войне, при том количестве, которое имеется и о котором идет речь, когда вот, обсуждаются какие-то планы, ну, по крайней мере, то количество, о котором становится известно. Потому что эти обсуждения, они, естественно, закрыты, и никто туда совать нос не должен. Так вот, пока это, на мой взгляд, это недостаточно. Ну, а когда появится, тогда, значит, перелом будет и на отдельных участках, и на фронте в целом. Юрий, у нас 2 минуты остается, и я хочу... С вами можно говорить часа 4, я это знаю точно, да, поэтому мне интересно все, абсолютно, да, и нашим зрителям тоже. И я хочу, чтобы вы оценили, вот тот же господин Подоляк с господином Арестовичем на днях сказали, что да, Путин бы хотел напасть со стороны Беларуси, наверное, я недословно цитирую, но риска сейчас нет, и они думают, что белорусская армия не нападет, и что нового похода на Киев вот на данный момент не будет. Насколько вероятен новый поход на Киев, вообще новый поход с территории Беларуси, с совместных, понятно, войск, да, на ваш взгляд, и у вас вот буквально 2 минуты, 1,5-2. Значит, те цифры, которые известны, ну, по крайней мере, они публикуются в Украине, значит, белорусская армия может бросить на фронт от 4 до 5 тысяч солдат и офицеров. Это не то количество, которое может, ну, реально изменить положение дел даже на одном каком-то театре, на одном участке фронта, скажем, и предположить, что вот эта белорусская армия в таком количестве победным маршем дойдет до Киева, просто невозможно. Они их разобьют гораздо раньше. Непонятно еще к тому же, как отреагируют военнослужащие Белоруссии или Беларуси на вот такой поход, будут ли они воевать или сдадутся в плен, или присоединятся к легиону «Свободная Беларусь» или батальону, я не помню, как он называется. Батальон Кястуся Калиновского. Да, батальон Калиновского. Вот. Тут тоже много есть неясного, и есть определенные основания считать, что такое может произойти. Так что мне кажется, что Подоляк и Арестович в данном случае они справедливо оценивают это. Но при этом я бы еще подчеркнул, что на Украину сваливается, прошу прощения за просторечие, огромное количество дезинформации, которая идет непосредственно из России или через подконтрольные России разного рода информационные каналы и информационные источники. И вот эта информация, в частности, или дезинформация, пропаганда российская предназначена для того, чтобы
создать в обществе Украины вот такое ощущение бессилия перед мощью российской армии. Ну, знаете, Юрий, вот такое ощущение бессилия перед мощью российской армии у нас вот так, мне кажется, уже нет. Вот. И если заработает ленд-лиз по полной программе, его и не должно и быть. Спасибо вам огромное за то, что вы с такой серьезной аналитикой вы вышли к нам в эфир. И буду вас приглашать более часто, чем раз за войну. Вот. Но и войны на нас всех, как я говорю, еще хватит. Вот. С нами был Юрий Федоров, воєнний політичний аналітик, живущий зараз в Прагі. Я дуже вдячний всім глядачам телеканалу ОТР за підтримку з вашого боку нашої боротьби, нашої війни на медійному фронті, яка теж є можливою, враховуючи те, що в наших планах, і в планах України, і в планах нашої армії звільнення як Херсонської, Запорізької областей, так і території Криму. Це обов'язково буде. Крим, Сербія, Столаджах. Україна понад усе. Дивіться АТР далі.